Ущелье Каракол более 2000 метров над уровнем моря. Сюда ежегодно поднимаются тысячи туристов. Пэр и Анна приехали в Кыргызстан из Стокгольма. Семейная пара из Швеции любуется красотами горного ландшафта и озера Иссык-Куль в одиночку, без сопровождения проводников и гидов. Путешественники полагаются только на карту местности с указанными в ней достопримечательностями. Половину намеченного пути они уже прошли. Мы не нуждаемся в услугах гида, потому что у нас есть карта местности, по которой мы путешествуем. Есть еще и эта книга, ею мы тоже дополнительно руководствуемся. Здесь есть все, что нам необходимо знать. Мы не хотим пользоваться услугами проводника, потому что мы не хотим потратить время на одни и те же маршруты. Нам нужно разнообразие. Эти места посещают в основном туристы без сопровождения. Самый помогает гостям не потеряться в горах. Иностранных языков он не знает, поэтому объясняется с туристами жестами и мимикой. Таким необычным способом гости Кыргызстана узнают о красотах республики и о самых лучших горных маршрутах. На северном побережье Иссык-Куля развилась целая инфраструктура. Местные жители установили юрты, в них туристов угощают национальными напитками – кумысом и айраном. Самыйбек работает проводником первый год. Говорит, что ориентируется на местности лучше гидов, потому что в прошлом много лет проработал лесником. Туристы приходят и уходят, а гидов нету, проводники нету. Сами приходят и сами уходят. Ну, конечно, трудно с языком. Вот. Не понимаем друг друга, руками машем. Ну, придется так, некоторыми так понимать. А лучше было бы с гидами, конечно, или переводчиками там поработать. Работать в горах Самыйбек решил не один, а со всей своей семьей. Супруга и сестра готовят национальные блюда на костре, тут же поспел самовар. Чай из него получается отменным. Сегодня ждут возвращения с маршрута итальянских туристов. Семейная пара оказывает еще одну неоценимую услугу – охраняют машину иностранных гостей. Вас страховать надо? А, Валерий Николаевич? Айнура в Иссык-Кульской области Кыргызстана считается одним из самых опытных гидов-проводников. Перед каждым походом она тренирует свою группу в ущелье Арашан у Аксуйских скал. Заодно проверяет инвентарь. 10 лет она с туристами покоряет самые высокие точки горных хребтов, окаймляющих Иссык-Куль. По ее мнению, в области достаточно гидов, но среди них практически нет квалифицированных специалистов. Профессия очень интересная, так как постоянно приходится двигаться, общаться с разными людьми с разных стран, которые побывали в разных точках мира. Поэтому нашу республику, встречаясь с такими людьми, должны предоставить на высшем уровне. То есть, как это на высшем уровне? Ты должен все досконально знать. Не так просто ради интереса зарабатывания денег пошел один раз в горы по одному и тому же маршруту, показал. Валерий Серебренников – единственный горный гид в области, который имеет лицензию на проведение горных экскурсий. По его словам, перед тем, как взять на себя ответственность за жизнь и безопасность иностранных гостей, сначала нужно много лет поучиться, изучить досконально все тонкости выбранной специальности. Сейчас же многие гиды заканчивают только трехмесячные курсы, поэтому их специализации и опыту иностранные гости не доверяют. В Кыргызстане нет учебных заведений по горному туризму. Также никто не контролирует маршруты, которые выбирают себе путешественники. Но более пугающая реальность для Валерия Серебренникова – это отсутствие специализированных спасательных групп при МЧС. Спасатель он должен быть высококвалифицированный, со знанием орографии района. Этого нет. Вот две вещи. Подготовку гидов никто не руководит, никто не контролирует. И второе, никто не обеспечивает безопасность людей в горах. Услуги профессионалов Валерия и Айнуры стоят $35. Турист Герман Устюжанин предпочел обойти горную местность по новым разработанным маршрутам вместе со специалистами, считая, что их подготовка в трудную минуту лишней не будет. Дело даже не в деньгах, а дело в том, что да, действительно лучше, допустим, чувствовать себя уверенным и, как говорится, не бояться за свою жизнь и за свое здоровье. То есть именно профессиональный гид, я считаю, что в этом деле очень важно. Это одно из частных агентств, где идет набор туристов в группы, желающих воспользоваться услугами гида. Азамат по профессии юрист, проводником работает сезонно. Клиентов пока нет, а вот его кабинет буквально завален картами и презентационными буклетами. Много уже молодежи в Караколе узнает о том, что можно работать гидами в горах. И где-то процентов, наверное, 40 уже есть таких людей, которые обращаются к нам, но у них нету никаких навыков вождения. Они единственное могут знать английский на бытовом уровне, и они считают, что они могут водить туристов в горах. Но на самом деле, когда мы объясняем им сложность всей этой профессии, естественно, они сами по себе могут отсеиваться.
Филипп с друзьями недавно побывали на горном озере Алакуль, расположенном на высокогорной части пика Пржевальского. Их путешествие началось в Африке. Через пару дней студенты собираются на родину, в Швейцарию. За это время они планируют посетить еще несколько горных маршрутов. У дверей туристического агентства они ждут водителя, который должен отвезти их на место отправки. От гида ребята отказались. Говорят, что, во-первых, дорого, а во-вторых, местные гиды ничего нового им не покажут. Ну и в непредвиденных ситуациях они, как правило, не помогают, поэтому лучше надеяться только на себя. У нас GPS есть, я знаю, как ходить по горах. Я сам не ходил по горах, только завше 2, 3, 4 человек, чтобы проблем не было. Как один нога будет проблем, то есть 2-3 могут помочь. Филипп увидел схожесть кыргызских гор со швейцарскими Альпами, поэтому с навигатором и купленной картой за $8 он вместе с друзьями без труда обошел почти все горные маршруты вокруг Иссык-Куля. Экономия средств и нервов. Сейчас он показывает на карте, где были сложности. На этом участке молодые путешественники, отклонившись от курса, 3 дня ходили по снегу. Но к гидам все равно обращаться не хотят, и друзьям, которые собираются приехать в Кыргызстан, не советуют. Довод один – нет сервиса, а непрофессиональный гид может только навредить. Но, говорит Филипп, если поднять сервис на должный уровень, то поток туристов в республику увеличится в разы, потому что в Кыргызстане есть на что посмотреть. Очень много красивейших мест, которые всегда будут привлекать туристов.